Что если я скажу вам, что большинство того, что вы знаете о происхождении казаков, это красивая легенда, которая разлетается в пух и прах под натиском современной генетики? В 2018 году международная группа ученых завершила масштабные исследования ДНК потомственных казаков, и результаты буквально взорвали научное сообщество. Оказалось, что романтические истории про вольных славянских воинов, бежавших на юг от крепостного права, мягко говоря, не совсем соответствуют действительности. Сегодня мы разберем 4 шокирующих открытия о происхождении казачества, которые переворачивают наше представление об этой уникальной общности. Мы узнаем, почему генетики называют казаков евразийским коктейлем, какую роль в формировании казачества сыграли тюркские народы и почему некоторые историки теперь переписывают учебники. А в конце я расскажу вам об одной находке, которая заставила ученых пересмотреть даже само понятие «казак» в историческом контексте. Знаете, что самое забавное в этой истории? Исследование казачьей ДНК началось совершенно случайно. В 2015 году группа российских генетиков изучала миграционные потоки в Восточной Европе и наткнулась на странную аномалию. У жителей традиционных казачьих станиц Дона и Кубани обнаружились генетические маркеры, которых, по идее, там быть не должно. Профессор Олег Балановский из Института общей генетики РАН вспоминал: «Мы ожидали увидеть типичный восточнославянский генофонд с небольшими вкраплениями степных народов. Но то, что мы обнаружили, больше напоминало генетическую радугу. Исследователи проанализировали Y-хромосомы 1500 мужчин из 12 казачьих войск, от Дона до Уссури. И вот тут началось самое интересное. Оказалось, что только 45% донских казаков несут типичные восточнославянские гаплогруппы. Для сравнения, у русских из центральных областей России этот показатель достигает 70-80%. Зато у казаков обнаружилось целых 18% носителей гаплогруппы J2, маркера, характерного для народов Кавказа и Передней Азии. А еще 12% оказались носителями различных тюркских линий. Но самый шок ждал ученых, когда они начали изучать митохондриальную ДНК, которая передается по материнской линии. Тут картина оказалась еще более пестрой. От скандинавских до монгольских маркеров. Один из участников исследования пошутил: «Похоже, казачки были не слишком разборчивы в выборе женихов». Хотя на самом деле все гораздо сложнее и интереснее. Методология исследования тоже заслуживает отдельного упоминания. Ученые не просто брали случайные образцы, они искали потомственных казаков, чьи предки жили в станицах минимум 150 лет. Использовались церковные книги, ревизские сказки и даже семейные предания. Каждый участник исследования должен был доказать свое казачье происхождение минимум до прадеда. И знаете, что еще интересно? Параллельно с российскими учеными похожие исследования проводили украинские генетики, изучавшие запорожских казаков. Их результаты оказались еще более шокирующими. У запорожцев обнаружилось до 20% тюркских генов и целых 5% балканских. Это окончательно похоронило теорию о чисто славянском происхождении казачества. А теперь держитесь крепче. Генетики утверждают, что до 30% современных казаков несут в себе гены степных кочевников. И это не какие-то далекие примеси времен Золотой Орды. Нет, речь идет о прямом родстве с половцами, печенегами, торками и другими тюркскими народами, которые веками кочевали по южно-русским степям. Историк Сергей Плетнев из Южного федерального университета признался: «Когда я увидел эти данные, у меня буквально земля ушла из-под ног. Всю жизнь мы учили студентов, что казаки — это беглые русские крестьяне. А тут выясняется, что значительная часть казачества имеет тюркские корни. Самое поразительное, что эти данные прекрасно согласуются с историческими источниками, которые раньше игнорировали. Например, в грамоте Ивана Грозного 1570 года прямо говорится о казаках черкасских и пятигорских, среди которых упоминаются люди с явно тюркскими именами — Урак, Карабай, Черкес. А в описании донского казачества 17 века австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн отмечал: многие из них говорят по-татарски не хуже, чем по-русски. Кстати, само слово «казак» имеет тюркское происхождение и означает «вольный человек» или «удалец». Забавно, что славянские пуристы веками пытались найти этому слову славянскую этимологию, придумывая версии от «косы» до «козы». А генетика просто взяла и поставила точку в этом споре. Но самое интересное даже не в процентах. Генетический анализ показал, что смешение славянских и тюркских элементов происходило не хаотично, а по определенным паттернам. Тюркские гены чаще встречаются по мужской линии, что говорит о том, что в казачью среду активно выливались мужчины-степняки. При этом они женились на славянских женщинах, постепенно славянизировались, принимали православие, но сохраняли свои воинские традиции и образ жизни. Особенно показательна история с нагайцами. В
В 17 веке целые ногайские улусы переходили на службу казакам, принимали крещение и становились новокрещенными казаками. Их потомки полностью обрусели, но гены-то остались. Генетики обнаружили целые станицы, где до 40% населения несут ногайские маркеры. При этом сами жители считают себя стопроцентными русскими казаками и очень удивляются результатам генетических тестов.